Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. И в начале коротко о главном. Рамзан Кадыров принял участие в переговорах Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов в Кремле. Подробности в нашем выпуске. Там, где нужна помощь. Как я мог остаться в стороне, когда мои умирают? Как помогает комитет по поддержке участников специальной военной операции, узнаем у нашего корреспондента. Школа юных биологов. Потому что хочу узнать больше о лекарственных растениях и вообще о всей природе. Развитие экологического мышления у детей. Роль специализированных центров. Рамзан Кадыров вместе с другими российскими представителями встретил президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахаяна, который прибыл в Москву с официальным визитом. Встреча Владимира Путина с шейхом состоялась в Кремле. Лидеры двух стран обсудили состояние, перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке. В переговорах принял участие и глава Чеченской Республики. Моя коллега Лимда Жамалдинова уже в студии, чтобы раскрыть все подробности. В аэропорту Внуково под звуки военного марша приземлился президентский борт. У трапа почетного гостя в составе российской делегации встречает и глава Чеченской Республики. Президент Объединенных Арабских Эмиратов тепло и по-восточному искренне приветствует Рамзана Кадырова. Их личные отношения давно вышли за рамки формальных. Крепкое рукопожатие и доверительный взгляд – наглядное свидетельство прочной дружеской связи между лидерами. Уже через считанные минуты делегации прибыли в Кремль. Почетного гостя у парадного входа встречает Владимир Путин. Под сводами Георгиевского зала звучат гимны двух государств. Это пролог к стратегически важным переговорам. И здесь тоже вновь проявились особо теплые отношения между представителями мусульманского мира Рамзаном Кадыровым и Мухаммадом бен Заид Нахаяном. На повестке встречи инвестиции, развитие Северного морского пути и военно-техническое взаимодействие. Президент Российской Федерации отметил положительную и устойчивую динамику двустороннего сотрудничества. Эмиратский лидер в ответ выразил твердое намерение углублять партнерство с Россией. Позвольте мне вас поприветствовать сердечно в Москве. Ваше Высочество, я очень рад видеть вас снова в столице России. Но мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это дружественная для нас страна. У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. Взаимные инвестиции растут. Хочу отметить, что российские инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты все-таки превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем так существенно, почти в 2 раза. Но мы знаем, что хорошо развивается отношения между вашим суверенным фондом и Российским фондом прямых инвестиций. Благодарим вас за доверие, которое вы оказываете российским специалистам в области инвестиционной деятельности. И это направление тоже находится под нашим вниманием и дает свои результаты. Мы хотели бы, чтобы в ближайшие 5 лет эта цифра удвоилась, как в отношении прямых отношений между нашими странами, так и отношений со странами Евразии. Я очень рад сегодня здесь присутствовать, господин президент, сопровождающий меня делегацией. Мы всегда стремимся и укреплять мосты между нашими странами.
Далее следует начало переговоров за закрытой дверью. Участие Рамзана Кадырова в составе принимающей стороны носит весьма значимый характер. Его авторитет, политический вес и личные связи в странах Ближнего Востока являются важнейшими факторами в деле развития внешнеполитических инициатив России с мусульманским миром. В кулуарах визита федеральные СМИ обратились к Рамзану Кадырову с вопросом о возможной встрече лидера крупнейшей евразийской державы с президентом США Дональдом Трампом. Глава Чеченской Республики дал краткий, но весьма содержательный комментарий. А как вы считаете, может ли встреча президентов России пройти и США в ОАЭ? Конечно, можно, да. Почему нельзя, да? А что США решает, да? Просто они преподносят, и все государства боятся, да. И было бы лучше, если он приехал на Россию, да, и проводил переговоры, если обсуждаем вопрос государства России и Украины. Это бандиты, да, не государство, поэтому лучше было бы, если они приехали бы и здесь обсуждали вопрос. Участие в мероприятиях на международном уровне в интересах своей страны для Рамзана Кадырова уже давно стали доброй традицией. Чеченская Республика зарекомендовала себя как эффективная площадка для межгосударственного диалога. Города региона часто становятся участниками важных переговоров как на федеральном, так и в рамках двухстороннего сотрудничества с исламским миром. Это обусловлено высоким уровнем доверия к республике как к стабильному и развивающемуся субъекту Российской Федерации. Лимда Джамалдинова, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. На фоне специальной военной операции помощь нашим бойцам остается важнейшим приоритетом. Комитет по поддержке воинов активно продолжает свою работу, помогая ветеранам боевых действий, семьям погибших и раненым бойцам, обеспечивая их правовую, социальную, материальную поддержку. Подробнее о работе центра Медина Мударова. Как я мог остаться в стороне, когда мои умирают? Насер Магомадов делится воспоминаниями о службе, словно это было вчера. 2022 год. Узнав о начале специальной военной операции, мужчина, не раздумывая, отправился выполнять служебно-боевые задачи в составе одного из подразделений Министерства обороны страны. В ходе задания его боевой товарищ получил ранение. Насер, не раздумывая, бросился на помощь другу. Это перевернуло его жизнь с ног на голову. Мы освобождали квартиры, освобождали дома частные, там работали. Мы оставались на выходе, охраняли маленьких домов там. Я и мой друг остался на выходе, и он через дорогу прибегал, так как-то получил первое ранение. Когда он кричал, я не мог остаться в стороне, и я тоже подумал и сказал своему там главному, я пойду и вытащу его оттуда. Он сказал, ни в коем случае, давай его ночью заберем, типа по нам снайперы работают. Я сказал, нет, я не могу остаться, и первое ранение получил в руку. Когда почувствовал первое ранение, хотел, да, честно сказать, отступить от этого. Ну, как же, я чеченец. И дальше его туда положил и получил второе ранение, прямо в позвоночник. Далее начался долгий путь восстановления. Несколько перенесенных операций, реабилитация продолжается по сей день. Огромную поддержку мужчине оказал Комитет семей воинов Отечества Чеченской Республики. У меня не было пенсии, доходов не было вообще. И Бугай Ужарад и Абдулхамид взялись за мои документы и поставили мне боевую пенсию. Хвала Аллаху, высоко. И ту страховку, которую мне дать должны были они тоже помогли мне очень сильно. Они очень держали меня медикаментами и лекарствами, колясками, то необходимое, то, что мне нужно. Они дали мне. Комитет семей воинов Отечества существует уже 3 года. Организация является связующим звеном между родственниками участников специальной военной операции и различными инстанциями. Консультации, советы по вопросам компенсации, выплат, психологическая и юридическая помощь. Сюда обращаются не только жители региона, но и других субъектов. Помощь семьям погибшим, так семьи военнослужащим, которые действуют. Царна Муцу Аура Одеш Хайокшу, также 89 субъектов Российской Федерации. Мы вместе сплоченно работаем в этой сфере.
многие вот семьи, которые обращаются к нам, вот погибших, это с документациями, которые не знают, что делать, как заполнять эти документы с выплатами. Также мы отправили в зону СВО более 40 тонн гуманитарной помощи. У нас есть разные акции. Поддержка оказана уже более чем 1000 семей, и это только по республике. Руководитель регионального штаба Жарада Табугаева, как никто другой, знает о том, как нужна поддержка людям, чьи родственники находятся на передовой. Ведь сама женщина – вдова ветерана афганской войны, а ее сыновья – участники специальной военной операции. Так как у меня муж был ветеран афганской войны, они очень гордились своим отцом и хотели быть похожи на него. И с первых дней у меня старший сын, когда начался СВО, я даже не знала, он мне и не сказал, не спросил разрешения. Если бы хоть я не была согласна, он все равно поехал бы на СВО, потому что я их воспитала так, чтобы они были полезны нашей Родины, чтобы они защищали нашу Родину. Из 4000 обращений отработано уже 3000 по всей стране. В организации трудится более 200 человек и 150 волонтеров. У всех одна цель. هوا письма штахит охтах сажимаце док ордацерти оле вайберши ишт ибелхш по оха так концертный программ шхоти охцер сажима дох орер оле угудр мескере унерисо, например, инс руководителю Бугаева Жарада тенс цацрей оншкаха штаб школнацко инс хокаха вот на днях мы тоже хай инсо хока штаб СВО колориша бохша ишти цан нетлоша цан цац подготовкшеш и белхшлило что-то. У организации множество планов. До конца года ожидается проведение ряда массовых мероприятий. Комитет – это яркий пример того, как общество может и должно поддерживать своих героев. Организации и люди, которые в ней работают, вселяют надежду и показывают, что страна помнит и ценит подвиги своих защитников. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Моусар Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Современное образование – это не только школьные уроки, но и дополнительные возможности для развития детей. Одной из таких площадок является эколого-биологический центр, где школьники познают окружающий мир, учатся мысли стратегически, выражать себя через искусство. Подробнее о работе центра расскажет Ахмед Рамазанов. Эколого-биологический центр – это место, где воспитываются будущие ученые и защитники природы. Школьники изучают все – от строения клетки до экосистем целого региона. Здесь, вдали от городского шума, школьники погружаются в удивительный мир живой природы, изучают ее законы и учатся беречь хрупкую экосистему родного края. В эколого-биологическом центре есть различные кружки, такие как юный биолог, юный художник и шахматы, которые помогают в изучении экологии и биологии. В каждой группе учатся от 8 до 15 человек. Под руководством опытных наставников юные биологи осваивают азы научной работы. Современное оборудование позволяет проводить самые сложные исследования. Наша страна очень богата лекарственными растениями. Буквально огромное количество видов на самом деле существует, начиная от самых банальных по типу подорожника большого, чистотела, душицы, и заканчивая самыми редкими видами, которые растут у нас в всего лишь нескольких экземплярах, которые находятся у нас в Красной книге. Я свою задачу вижу в том, чтобы научить их тому, как они выглядят, чтобы они отличали их по внешним признакам, где их и как их собирать, как их нужно хранить. Как мы знаем, все лекарственные растения, каждый вид у нас обладает своими стандартами. Амина Эльдербиева начала ходить на занятия в середине июля, но уже достигла немало успехов. Она участвует во всероссийских конкурсах, учителя возлагают на нее большие надежды и всеми способами поддерживают ее во всех начинаниях. Сама девочка в будущем хочет посвятить себя медицине. Я хожу на этот кружок, потому что хочу узнать больше о лекарственных растениях и вообще о всей природе. Мне очень нравится урок
уроки. Интересно слушать о природе, о ботанике, о животных и, конечно же, о людях. Кружок «Юные художники» – еще одно уникальное место. Тут ребята рисуют с натуры живые цветы и деревья. Такой подход не только развивает художественные навыки, но и учит внимательно относиться к окружающей среде. Дети обычно обучаются у нас рисованию, но моя цель не только развить их талант или находить какие-то основные, а скорее привлечь их к какому-нибудь таланту, чтобы они были более уверенные, более активные. Например, вот эти работы. Мы очень много старались, объясняли. Процесс происходит у нас легкий. Сначала мы начинаем с маленького, легкого, с цветочка, и далее идем к натюрморту. И так далее идет к каждому этапу. Лучшие работы юных художников регулярно украшают стены центра и участвуют в городских выставках. Для многих воспитанников эти первые шаги в искусстве становятся началом большого творческого пути. На данный момент мы готовимся к завтрашнему мероприятию, окончанию летней школы. Мы научились изображать пейзажи, натюрморты, горы, цветы. Вторую смену мы нарисовали натюрморты, пейзажи, сказки и наши плакаты. Своя атмосфера царит и в кружке «Шахматы». Здесь слышен лишь тихий стук шахматных фигур. Казалось бы, что может быть общего между игрой мудрецов и изучением природы? Однако именно шахматы помогают юным экологам развивать стратегическое мышление, столь необходимое для понимания сложных природных взаимосвязей. Эколого-биологический центр – это не просто кружки, это место, где рождается будущее, в котором люди живут в гармонии с природой, понимают ее ценность и готовы защищать ее богатство для следующих поколений. Ахмед Рамазанов, Жабраил Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла персональная выставка художника декоративного искусства Нурлана Усманова «Бесконечность. Узор войнахов». Название выставки символизирует бесконечное стремление к гармонии и красоте, отражая уникальный культурный и художественный вклад чеченского народа. Рамзан Абуев побывал на экспозиции и готов поделиться впечатлениями. Разбиваем ее пополам на четвертую часть, и вот эти 45 градусов. Нурлан Усманов в своих декоративных панно раскрывает композиции с характерной национальной тематикой. На данной работе изображена танцующая пара у родника. Мы, изучив алфавит русского языка, пишем, читаем, общаемся, говорим. Везде присутствует этот алфавит. Вот также в этом орнаменте присутствует, я не скажу, что все элементы мною составлены. Я составил 97 элементов. Это, если как алфавит их перевести, 97 букв. Всего в персональной выставке Нурлана Усманова «Бесконечность. Узор войнахов» представлены на суд ценителей 30 работ. Она приурочена к 74-й годовщине со дня рождения первого президента, Героя России, и проходит в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Благодаря его труду сегодня мы можем понимать, что есть чеченский орнамент, есть орнамент, который не отличается. То есть мы уже можем сравнить и понять, как все это зародилось. И опять же, орнамент имеет для нас очень сокровенное значение. Почему? Потому что это наше прошлое. Отличительной особенностью творчества Нурлана Усманова является разработанный им уникальный растительный орнамент, который мастер активно применяет в своих работах. Его произведения были представлены на престижных площадках в Германии, Сирии, Китае. Художник, посвятивший декоративно-прикладному искусству 44 года, является признанным виртуозом по художественной обработке дерева, металла и камня. Декоративно-прикладное искусство и живопись – два столпа визуальной культуры, которые, несмотря на кажущиеся различия, на протяжении истории тесно переплетались, обогащая друг друга и стирая границы между высоким искусством и ремеслом. Рамзан Абуев, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В
цифровую эпоху главными распространителями информации становятся блогеры с многомиллионной аудиторией. Используя этот тренд, мэрия Грозно совместно с Министерством туризма по Чеченской Республике запустила уникальный проект «Специальный пресс-тур», в рамках которого популярные авторы смогут познакомиться с богатой историей, самобытной культурой чеченского народа. Магомед Азиев расскажет подробнее. В веке информационных технологий соцсети являются самыми оперативными разносчиками информации, а блогеры – это в какой-то степени журналисты, которые посвящают себя какому-то определенному направлению. Чтобы развить туризм в республике и показать красоты нашей столицы, мэрия города Грозный совместно с Министерством туризма Чеченской Республики организовали уникальный блог-тур, в рамках которого блогеры из разных регионов страны познакомятся с историей и культурой гостеприимного народа. Сама программа у нас очень насыщенная. Для начала мы хотим ознакомить их с неким гастрономическим потенциалом нашего города. Проведем небольшой этновечер, покажем им национальную кухню. Далее, с завтрашнего дня будет у нас показ инвестиционного и экономического потенциала города. То есть мы посетим новый проспект имени Владимира Владимировича Путина. В течение всего тура гости будут активно делиться впечатлениями в своих социальных сетях, публиковать фото и видео. Рассказы о Чеченской Республике распространятся на широкую аудиторию. Тем самым у них появится желание изучить уникальные уголки России. Загадала желание путешествовать по городам России, поскольку я прожила несколько лет за границей, и мне было интересно поузнавать нашу страну. Я уже много где была, но вот именно на Кавказе не была. И мне очень хотелось сюда попасть. Я слышала, что очень хорошие люди, очень классно встречают. И мои ожидания оправдались. Очень классно нас встретили, очень классно все показывают. В общем, поели мы сейчас от души, если честно, я так объелась. И хочется уже посмотреть еще разные другие достопримечательности. В общем, я в предвкушении. Некоторые из гостей уже успели немного познакомиться с Чеченской Республикой, но для кого-то это еще не открытая гладь красот и новых впечатлений. Экскурсионная программа гостей довольно насыщенная. Несмотря на недавний приезд, они уже успели побывать в ресторане, где попробовали изыски национальной кухни. Далее их маршрут пролегает через мечеть сердца Чечни. Конечной точкой уже будет английский замок. Гости в восторге от увиденного. В первую очередь они отмечают чистоту, красоту нашего города и рады поделиться своими эмоциями. Первое впечатление, но это вау, это масштаб. Мы поднялись на 17-й этаж нашего отеля, увидели этот панорамный вид и поняли, насколько Грозный изменился за 5 лет. Но это просто инфраструктура поражает. Масштабы, скорости вообще ее появления также поражает. Будем смотреть дальше, узнавать. Очень интересно посетить исторические места, чем мы сейчас и займемся. Путь от бульвара имени Махмуда Исамбаева до мечети не обошелся без веселых видео на память, а также походом за сувенирами. Привет, Грозный! Особое уважение и благодарность выражают гостеприимству народа. Радость на лицах людей и их доброжелательность вызывают только самые лучшие эмоции. И, как заявляют гости, они надеются, что это не последний их приезд в республику. Сегодня первый день, как приехали в Грозный. Я вообще здесь на самом деле первый раз. И я очень впечатлена гостеприимством, просто наивкуснейшей кухней, изобилием доброжелательностью, заботой, галантностью. В ходе насыщенной программы их ждет больше новых открытий и увлекательных сюжетов для своих блогов. Общими усилиями стороны достигнут значительных изменений в сфере туризма в республике, а вместе с ней и хорошего взаимоотношения со всеми жителями нашей большой страны. Магомед Азиев, Джабраил Хаджиев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.